Пришла пора снять зимнюю одежду и обувь и оставить ее на хранение до следующего сезона. Что нужно сделать, чтобы они не испортились, не стали лакомством для моли, не растянулись и не потеряли цвет? Советы опытной хозяйки. Берем все шубки, одеваем на них чехлы, но до этого нужно сделать некоторые процедуры. Обязательно стряхнуть, вывесить на воздух, не под прямыми солнечными лучами. После этого занести и вот одеть такие дышащие чехлы. Отдельного внимания заслуживают аксессуары и куртки, которые Варвара хранит в специальных пакетах. Здесь у меня варежки, всякие перчатки, и каждую пару я резиночкой сразу вместе наматываю, чтобы потом нужную по цвету мне оттуда вытаскивать, а остальные перчатки и варежки остаются уже в этом пакете. Мне очень нравятся вот такие удобные пакеты герметичные. Они специальные, вот с такой дырочкой. Берем, спокойно открываем. С помощью пылесоса весь воздух оттуда выводим, и получается вот такой маленький пакет. Очень удобно, потому что занимает мало места. Сапоги на лето набиваем газетой, и небольшая хитрость. В пластиковую бутылку насыпаем соль, делаем дырочки и засовываем в голенище. Такой метод убережет от влаги. Унты Варвара рекомендует набивать газетами, свернутыми в трубочку. Так лучше сохранится форма меховой обуви. Чтобы шапки не потеряли форму, опытная хозяйка хранит их на специальных подставках в просторном шкафу. Не забываем про защиту от моли. Нашей хозяйке не нравятся резкие запахи. Она использует кожуру от апельсинов, высушенные цветки лаванды в мешочках. Перед хранением верхнюю одежду лучше заранее вычистить, ведь в следующем сезоне от пятен избавиться будет сложнее. Услышим мнение эксперта. Все ли вещи требуют тщательной чистки? Прежде чем повесить на долгое хранение, конечно, лучше почистить. Но, например, меха желательно чистить раз в 3 года. Я бы не рекомендовала стирать в домашних условиях, потому что при стирке дома, во-первых, вы не выполощите. Потом при стирке в домашних условиях пух, он скатывается в комочки, его очень сложно разбить. Уделяем внимание маркировке. По ГОСТу должно быть обязательно 5 знаков. Разрешена стирка или нет, отбеливание, сушка, глажение и сама химчистка. Вот здесь слишком много знаков. Считается, что это неверная маркировка. Возьмем для примера куртку Баск. Все верно, здесь 5 знаков согласно ГОСТу. Стоит немного постараться и соблюсти все советы, и осенью вы будете уверены, что вещи в надлежащем состоянии и прослужат не один срок.